Для пополнения биоресурсов в реке Коми обычно выпускают мальков. Большая их часть, как правило, погибает. Чтобы этого избежать, в республике впервые решились на своеобразный эксперимент. Средний вес одной выпущенной рыбки на этот раз не менее 11 грамм. Выживаемость выше в 20 раз. Сколько лет проживет? 10 лет будет жить. 10 лет. Через 10 лет какого веса? 2 килограмма. 2 килограмма. Это самая лучшая рыба северная, да? Да. Сик. Да. Сик. Пускаем? Да. Пускаем. Все. Давай. Всего с начала года в водоемы республики выпустили около 2 миллионов особей. Казалось бы, немало, но для сравнения в прошлом году эта цифра была в 2,5 раза больше. Между тем, общий промысловый вылов сига за последние 50 лет упал со 110 до 27 тонн. Мы попытаемся в следующем году выстроить отношения с крупными промышленными предприятиями, чтобы уже увеличить объемы выпуска этой рыбы. Уже будем с начала года работать на заказ, зная, вот, допустим, мы столько-то вырастим, и у нас смогут купить именно на выпуск наших предприятий такой-то объем рыбы. Ориентир вот такой. Конечно, я недоволен на сегодня то, что мы делаем. У нас не хватает масштабности. К слову, в этом рыбном хозяйстве планируется серьезное расширение. Здесь будут выращивать форель, а потом передавать фермерам, чтобы уже они растили ее для продажи. Правда, пока не хватает своей скважины. Хотелось бы побыстрее, но опыта маловато. Ну и первый раз всегда сложно, много делаем ошибок. Надеемся все на себя обязательства, которые мы взяли. В 2019 году завершим. Мы хотим модернизировать данный питомник, который расположен на Сосногорской ТЭЦ, и заниматься здесь выращиванием форели круглый год. Восстановление биоресурсов в реках – процесс длительный. Объемы, конечно, пока оставляют желать лучшего, но рыбные хозяйства убеждены, восстановить поголовье рыбы можно при активном участии промышленников. Евгений Стокос, Елена Двожик, Евгений Юрин, телеканал Юрган, Сосногорский район.